Абхазы в Сухуми на костре сожгли книги, а в Тбилиси грузинские историки были вызваны в Центральном комитете Коммунистической партии Грузии. В начале апреля 1967 года в Сухуми вспыхнули волнения. Отдельные группы абхазов, численностью до 400 человек, осадили здание Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии. Они протестовали против издания третьего тома сборника сочинений «Вопросы истории Грузии» грузинского историка, академика Николая Бердзинишвили. В издании была опубликована статья, ставшая неприемлемой для определенных групп населения Абхазии, увидевших в ней попытку отрицания этнической идентичности абхазского народа. В это же время в Центральном комитете Компартии Грузии были направлены требования, в которых сепаратистски настроенные абхазы требовали переименовать некоторые абхазские топонимы в Абхазии, отдавать предпочтение абхазам при прописке в городах, ввести обязательное преподавание абхазского языка во всех школах Абхазской автономной Советской Социалистической Республики, назначать на руководящие должности только абхазов, организовать переселение 200 тысяч потомков мухаджиров из Турции, перевести делопроизводство на абхазский язык и так далее. Абхазы требовали прямого вмешательства Центрального комитета Советского Союза. С этой целью 10 апреля была составлена делегация для прибытия в Москву. В состав делегации вошли доцент Сухумского педагогического института, кандидат филологических наук Тамара Шекрыл, молодой писатель Джума Ахуба, народный артист Грузинской Советской Социалистической Республики Азиз Агрба и другие. Обстановка еще больше накалилась, когда собравшиеся в Сухуми абхазы разожгли костер и сожгли им доступный весь тираж третьего тома сборника сочинений академика Николая Бердзинишвили. По поводу этих протестных выступлений уже 14 апреля 1967 года состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Грузинской Советской Социалистической Республики, на которое были приглашены ведущие ученые, академик Георгий Церетели, академик Георгий Меликишвили, профессора Шатами Схия, Мамия Думбадзе, Ираклий Антелава, Николос Стурва, Мариам Лорд-Кипанидзе и другие. На бюро обсуждались следующие вопросы. Первое – о нездоровых проявлениях в Абхазии. Второе – о серьезной оплошности, допущенной при издании третьего тома избранных сочинений академика Бердзинишвили. Третье – о переименовании некоторых сел Абхазской автономной Советской Социалистической Республики. Доктор исторических наук, академик Мариам Лорд-Кипанидзе, вспоминает события 14 апреля 1967 года. Когда Николай Бердзинишвили написал о том, что Западная Грузия была населена еграми, сванами, абшилами и абхазами, тогда и сожгли его книгу по требованию абхазов. Тогда очень строго расправились. Книга уже была издана и сожгли ее. Кстати, госпожа Нино, жена господина Николая, смогла спрятать один экземпляр и сохранить его. Потом, когда создалось нормальное положение, племянник господина Николая, Дэви Бердзинишвили, довольно известный историк и замечательная личность, издал эту книгу с определенными комментариями и замечаниями. Господин Николай сам начал издавать свои труды. Тем временем он скончался. Бабелина Ламинадзе была редактором третьего тома. Вышел этот третий том, и что случилось? Мы все знали, что в общем, Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулия не так уж очень по-грузински был настроен, тем более там была одна группа молодежь.
И вот вышел третий том трудов господина Николая, редактором которого была Бабелина Ламинадзе. В нем 2 статьи об абхазах, где абхазы упомянуты так, как остальные грузины. За этим последовало то, что в один прекрасный день перед зданием Абхазского областного комитета пришли и сели абхазы в попахах. Они разожгли огонь и сожгли весь этот том, что они достали и смогли. Они потребовали от власти сжечь этот том. За этим последовало довольно сложное положение, и в Центральном комитете вызвали директора Института истории Грузии Георгия Меликишвили, также замдиректора Николая Стуро, который отвечал за издательство. Наверное, его вызвали, чтобы требовать ответа от него. Коля Стуро зовет меня и говорит: «Марика, завтра я иду в Центральном комитете по вопросу Абхазии, пойдешь ли ты со мной?» Я сказала: «Я-то поеду с тобой, но запустят ли меня?» «Ничего, мы решим вопрос с пропуском», — сказал он. Видимо, кроме меня, он поговорил с Ираклием Антелава, Шотой Месхия, Мамией Думбадзе. А в первую очередь была вызвана Бабелина Ламинадзе, как редактор этого тома. Мы пришли в Центральном комитете, но нас не пускают, поскольку на наше имя не были выданы пропуска. Пропуска были выданы Бабелине Ламинадзе и Коле Стуро. Мы спросили Колю, как нам поступать. Он попросил нас подождать. В это время секретарем Центрального комитета по идеологии был Дэви Стуро, с которым Коля имел очень хорошие отношения. Дэви очень любил Колю. Поднялся Коля, и через некоторое время раздался звонок в бюро пропусков, были названы наши фамилии и нас пропустили.